Вот откуда наше название чеченцы. Оно является искажением от исходного выражения «цитена», означающего в переводе «чистая кровь». В принципе, чеченцы, это, знаете, на тот момент была как такая вот солянка. У нас есть рода от русских, у нас есть рода от поляков, у нас вот сейчас пошли рода от немцев, у нас есть рода от кабардинцев, от грузин, вот, от всех. Цитена, означающего в переводе «чистая кровь». А в номенклатуре чеченских тайпов целый перечень названий чеченских тайпов, которые имеют и национальное происхождение. Арбой, понятно, арабы, турквай, турки, черкзы, черкесы, нуары, нагайцы, абзвай, абазины, гейзлой, татары, румки, кумыки, галаски, казаки. А человек иной национальности проживал 4 поколения в чеченской среде, то этот человек считался чеченцем. Если проживали 8 поколений, знал имена 7 своих предков, то он считался уязнохчи, то есть благородным чеченцем. Цитена, означающего в переводе «чистая кровь». Сперва высланы из Грузии, потом из Киргизии, Узбекистана, потом из Краснодарского края, они получили приют нашей республики, среди нашего народа. Много примеров таких смешанных браков. Проводятся национальные праздники представителей, это национально-культурных. У нас есть где-то около 20 десятков тайпов, которые имеют нечеченское происхождение. Даже у нас традиция была, считалось, что семья вырождалась, обязательно искали невесту из представителей даже не только мусульманской народности, но и казачьей, христианской. Вот этот обычай был. Цитена, означающего в переводе «чистая кровь». В те времена Толстой приводил примеры того, что чеченцы, казаки между собой перероднились. Цитена, означающего в переводе «чистая кровь». Есть самые разные тейпы, в том числе дагестанские тейпы, вот аварские тейпы есть в Чечне. Есть тейпы, которые собирали русских. Вот. Есть такой тейп, называется «Эрсино», «Эрси» по-чеченски «русский». Вот. Вот 2 тейпа казачьих – это Гуной и Варандой. Кто это? Это казаки, которые в силу тех или иных обстоятельств сливались с тем обществом, в котором жили чеченцы. И все. Они принимали к себе. И там жили. Причем религиозный фактор был для них не основной и не главный, им было наплевать. И там тех же гуноевцев из-за того, что там жили русские и прочие, называли свиноедами. Потому что они ели свинину. Ну, понятно. При всем, когда основная Чечня была вся уже исламской, то есть мусульманской. Эхват эласиди, что Ибрахим пайгамбар, дайля салам кульса массана, Муса пайгамбар, Дауд пайгамбар, Иса пайгамбар, Мухаммад пайгамбар, дайля салам кульса. Иш массу ваянохчи омахилар. Я хочу вот что сказать. Не следует искать вот истоки чеченцев где-то в какой-то очень далекой дали, и опять меня за это все ругают. Ну, я вот в этом смысле я ученый, я говорю правду. Хотите, ешьте это, хотите, выплюньте, как хотите. Но чеченцы очень молодая нация. Если мы возьмем там какие-то 1000 лет назад, но нет смысла говорить, не было никаких чеченцев. Ну, не было. Это молодая нация.